Алмаз – это бесспорно одно из самых ценных сокровищ Якутии. Огромная территория от берегов реки Вилюя до побережья Северного Ледовитого океана хранит в своих подземных кладовых это великое чудо природы. Прежде чем стать бриллиантом, алмаз проходит долгий и трудный путь, который начинается с разработки в трубках «Мир» и «Удачный». Хранящийся глубоко в недрах земли и достающийся ценой огромных усилий, этот камень является королем всего царства самоцветов, в каком бы размере, цвете и виде мы не любовались им. Палитра якутских алмазов разнообразна, от мелких технических до камней удивительной величины и чистоты. Вот лишь некоторые из них. Алмаз Чурумчуку назван так в честь героя якутской легенды об этом чудесном камне. Впрочем, по чистоте и правильности линий его превосходит алмаз Лидия, такой совершенной формы, какую редко встретишь в природе. А это один из самых крупных алмазов Премьер. Даже неопытный глаз не может не оценить всего великолепия этого камня, так же, как и этого, названного в честь великого ученого академик Сахаров. Особое место в коллекции бриллиантов занимает первый якутский бриллиант «Звезда Сунтара», обработанный на гранильном заводе поселка Сунтар, который начал свою работу в 1992 году. Любой самый крохотный алмаз заключает в себе труд сотен тысяч людей. Технология добычи алмаза сложна и многоступенчата. Кимберлитовая порода проходит многие стадии обогащения, в процессе которых зерна отделяются от плевел, и алмазное сырье попадает в чуткие и точные руки сортировщиц обогатительной фабрики. Львиную долю всех добываемых камней составляют технические алмазы. Эти алмазы-труженики несут на себе мощные нагрузки самого разного свойства. Цельная и могучая природа алмаза проявляется во всем. Служит ли он резцом на токарном высокоточном станке или режущим диском? Какого бы вида деятельности мы ни коснулись, везде необходим технический алмаз. Электроника, перерабатывающая промышленность, стоматология, нейрохирургия. Там, где нужна точность и прочность, вы всегда встретите алмаз. В лабораториях Института космофизики разработан тестер-определитель алмазов. За считанные секунды здесь можно выяснить истинность любого камня на принадлежность к монарху камнецветов алмазу. Работа над открытием свойств этого минерала продолжается. Использование монокристаллов в сверлах позволяет проводить любые работы, даже со сверхпрочными материалами. 1,5 миллиарда лет потратила природа на то, чтобы создать эту в прямом смысле несокрушимую структуру, поэтому все новые открытия ожидают исследователей алмазов. Только под лупой можно разглядеть этот тончайший рисунок. Якутскими учеными был открыт размерный способ обработки алмазов, аналогов которому нет в мире. Теперь появилась возможность филигранной гравировки на поверхности алмазов. И все-таки именно в бриллианте алмаз находит свое самое совершенное воплощение. Поэтому без преувеличения можно сказать, что бриллианту поклоняются все. Вглядевшись хотя бы раз в это неповторимое сияние, вы уже никогда не забудете ощущение неприходящей красоты. И дело не столько в размере и чистоте бриллиантов, сколько в их вечной ценности, не зависящей от времени. Вокруг бриллиантов всегда многолюдно. Идет ли речь о редкой коллекции или об обычных ювелирных торгах, куда поступают бриллианты, более чем с 2 десятков гранильных заводов республики,
и ювелирные изделия с бриллиантами, изготовленные мастерами ювелирных заводов акционерной компании «Золото Якутия», «Алдан Золото», «Голдспарк», а также ювелирных мастерских акционерной компании «Золото Якутия», акционерного общества «Мандар» и предприятия КРГ. Великое и вечное, словно грани самой жизни, бесконечно сменяя друг друга, переливаются и сверкают в этих камнях, удивительных творениях природы и человеческих рук.